Доброе утро. Мы продолжаем нашу программу с гостем в нашей студии. Это директор IT-парка Республики Александр Владимирович Дауркин. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Для вас понедельник тоже день тяжелый или он легкий? Он ничуть не тяжелее, чем другие дни, чуть суетнее, чем выходные. Недавно открылся IT-парк, буквально до Нового года, и в основном там будут располагаться резиденты, которые работают в IT-отрасли. Все-таки что же такое IT-парк и что он даст жителям Якутии? IT-парк – это место притяжения для IT-бизнеса. Мы собираем в одном здании под одной крышей талант и капитал, да, концентрация которых позволит развивать IT-отрасль быстрее. И для города, и для республики это достаточно важно, дает возможность для новых, так скажем, направлений развития, да, и для населения даже это новая отрасль, в которой можно работать. А вот какие конкретные результаты, которые может ощутить житель Якутии, может принести IT-парк и те резиденты, которые в нем участвуют? Ведь их, по-моему, около 100 будет заявлено. Да, на данный момент у нас порядка 35 из одобренных 40 резидентов, но мы будем наращивать это количество. У нас уже есть заявки, и заявки мы принимаем постоянно. Вот 100 – это на самом деле достаточно амбициозный рубеж, но мы работаем над этим. Да? И это будет затрагивать, да, не только тех, кто является резидентами, то есть продукция наших компаний будет, так скажем, помогать и жителям республики, ну и помимо IT-парка, также в районах республики будут открываться IT-центры, но это уже немного другая история, да. Вот. Ну, например, какие продукты, да, IT-продукты могут пригодиться. Это и деловое программное обеспечение, какие-то развлекательные сервисы, и есть продукты для школ, детских садов. То есть, такой достаточно широкий спектр, потому что IT проникает во все сферы жизни, поэтому отражается на каждом. Ну вот буквально скоро, 5-6 марта, в IT-парке состоится стартап-проект под региональный тур Open Innovation Startup for цифровой регион. Да. Что это такое? Вроде как много непонятных слов, а если по-простому? Это достаточно большое, важное событие. Организовывается Сколково совместно с нами, да, и то есть Сколково едет по городам России, по 10 городам в этом году, и мы единственный город на Дальнем Востоке в этом году, который принимает стартап-тур. Приезжает достаточно много экспертов, и они будут вести как мастер-классы, это такую образовательную часть, так и проводить отбор, то есть именно конкурс. И это отличная возможность для местных проектов, как получить какую-то экспертизу, так и выиграть приз 300 тысяч рублей. Ну а не менее важно еще и для лучших команд это попадание на Startup Village. Это, можно сказать, главное стартап-событие года в России. Вот, и этот конкурс является в том числе отборным. Ну вот кто может принять участие в этом конкурсе? Простой школьник, студент, или все-таки надо быть представителем какой-то компании и уже с готовым проектом, или в процессе участия в конференции что-то разрабатывается? Ну, принять участие может практически кто угодно. Есть 3 трека. Это IT-трек, индустриальный трек и биомедицинский. То есть вот эти вот 3 направления, неважно, школьник или пенсионер, да, то есть, и стадия проекта тоже может быть достаточно различной, будет оцениваться в комплексе от идеи до уже готового продукта. Ну, вы давно работаете в IT-отрасли, для вас IT-сфера это как уже не оторвешь, да? Что бы вы посоветовали тем, кто хочет начать какой-то свой IT-проект? Ну, самое главное не затягивать и действовать, потому что думать, размышлять можно долго, но это ни к чему не приведет, пока не начнете действовать. И лучшего момента, чем сегодняшний день, его никогда не наступит. Можно долго ждать каких-то обстоятельств, и они никогда не наступят. И более того, кроме вот этих вот общих слов, да, сейчас конкретно есть вообще 2 отличные возможности. Это и стартап-тур, где можно
который может быть стартом очень хорошим. И кроме того, мы запускаем в это же время акселерационную программу B8, которая тоже отличный шанс для прокачки проектов. И не нужно сомневаться, нужно подавать заявки как бы и на конкурс, и на акселерационную программу. Информацию можно найти на сайте технопарка Якутия, tpikt.ru, и подавать заявки. А вообще сейчас какая сфера самая популярная для развития цифровой индустрии? Банковская, медицинская, экономическое, образование? Вот в какой среде больше всего сейчас востребовано? Все, так скажем, развивается, да, и все перечисленное в том числе. И, допустим, у нас есть еще два направления, например, заметных. Это игровая индустрия, да, то есть геймдев, да, и образовательная программа. Вот образовательные программы, так скажем. Спасибо большое, Александр, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать IT-парку новых интересных стартапов, и чтобы самое важное, что они будут нужны для каждого жителя Якутии и принесут возможность им получать услуги в более быстром, ускоренном виде. Спасибо.